Ассаламу алейкум, сахамсара мягкой. Приветствую вас на третьем выпуске нашего канала, и сегодня мы с вами разберемся, почему в ингушском языке нет рода имени существительного, а есть классы, и в чем же между ними отличие. Узнаем про конструкцию, максимально похожую по своим свойствам на глагол to be, и в чем же ее особенности в ингушском языке. Я надеюсь, что этот урок будет для вас интересным. Давайте приступим. Начнем мы с вами с того, что выясним, почему в ингушском языке нет родов в классическом понимании, а есть классы. И что это такое, эти классы? Можно сказать, что класс имени существительного – это тот же самый род, к которому мы привыкли. Просто устроен он немножко по-другому. Если в русском языке мы делили существительные на мужской, женский и средний род, в зависимости от вопроса, который мы к нему зададим, то в ингушском языке ситуация устроена немного проще. Тут не нужно задавать никаких вопросов. Есть просто три класса – мужской, женский и средний. И мужской класс у нас целиком составляют мужчины. Мужчины, мальчики, старики, словом, все представители мужского рода. Женский класс, как вы могли догадаться, у нас составляют женщины, то есть все представители женского рода. Ну а к нашему среднему классу ингушская грамматика относит все предметы и животных, то есть все, что не человек, у нас относится к среднему классу. Довольно простое деление, не правда ли? Теперь давайте перейдем к нашему глаголу to be. У вас мог возникнуть вопрос, какой глагол to be, откуда он взялся в ингушском языке? Но он действительно есть. Это конструкция, выполняющая практически ту же самую функцию. Основное различие в том, что употребление предлогов в ингушском языке происходит на основе классов имени существительного, о которых мы говорили ранее. Начнем с мужского класса. В единственном числе для мужского класса мы используем предлог «в». Разберем пару примеров. Он мой сын. Из своего «в». Я специально делаю акцент на «в», чтобы вы поняли, где у нас будет располагаться наш предлог и к какому слову он будет привязан. Давайте разберем еще пару примеров для закрепления. Он мой брат. Из своего «в». Я твой отец. Сохада «в». Перейдем к множественному числу. В множественном числе для мужского класса мы используем предлог «б». Например, они мои братья. Уж савежери «б». Они мои сыновья. Уж саконгыш «б». Далее мы можем перейти к женскому классу. В единственном числе женского класса мы используем предлог «е». Ё – «е» – дочь, «иша» – «е» – сестра, «ты моя сестра», «хо-са иша е» – «ты моя дочь», «хо-са ё е». В множественном числе в женском классе мы так же, как и в мужском классе, используем частицу «б». «Ижари» – «б» – сестры, «мягкари» – «б» – дочери, «они твои сестры», «уж хаижари» – «б». Также хотел бы добавить, что есть немалое количество слов, которые могут выступать как в мужском, так и в женском классе. И именно с помощью предлога вы будете определять, к какому классу их относить. Например, слово «хэша» – «гость». Если сказать «хэша в», то это «гость», а если «хэша е», то это уже «гостья». Он мой гость, из «хэша в», она моя гостья, из «хэша е». Вы можете задать резонный вопрос. А как определять в множественном числе, о ком мы говорим, где и для мужского, и для женского класса мы используем один предлог «б». В данном случае вам нужно просто исходить из контекста фразы и определять, о ком же идет речь. О мужчинах, женщинах или о тех и других сразу. Гости – хэши «б». Они мои гости – уж с хэши «б». И также ни в коем случае нельзя забывать про исключения из данного правила. Их немного, но они очень важны. Первое исключение – нускал д – невеста, нускалаш д – невесты, е – девочка, еигаш е – девочки, бер д – ребенок, береш д – дети, уж собереш д – они мои дети. Помимо этого есть исключения и по местоимениям. С местоимениями мы и вы, вей, тхо и шо, мы используем предлог д, тхо д, шо д, вей д. Например, вы наши братья, шо тхабежери д. Мы ни в коем случае не можем в данном предложении использовать предлог «б». Так все-таки для чего эти предлоги нужны? Они выполняют те же самые функции, что и предлоги глагола to be в английском языке. То есть функция «есть», которую мы на русский язык не переводим, но не забываем ее использовать. Таким образом, мы с вами выяснили, что в нашем родном языке есть конструкция «быть», работающая по немного иным правилам, но выполняющая те же самые функции. Данное правило является одним из основополагающих в нашем языке, так как используется глагол «быть» практически везде.
Представить ингушский язык без него практически невозможно. Ну а наш с вами урок подходит к концу, и по традиции я попрошу вас подписаться на инстаграм ассоциации ГАЛ. ГАЛ – это ассоциация ингушей, проживающих на территории Европы и всеми силами болеющих за развитие нашей культуры. Посмотрите их инстаграм и познакомьтесь поближе с их деятельностью. Ну и пожелайте им удачи в их деле. Ссылка на их инстаграм в описании профиля. Ну а также подпишитесь на мой инстаграм English Education, где вы также найдете много информации на тему ингушского языка. Ссылка также в описании профиля. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание и пожелать вам удачи. Увидимся в следующем выпуске. Дал эхту бог клопшун, адик хилшун.